не просто замалчивалась, она искажалась. Я учился в советской школе, и я помню, как нам учительница еще в 4 классе объясняла, что главное зло – это татаро-монголы. Если бы не проклятые татаро-монголы, жили бы мы сейчас лучше всех. И только советская власть сумела все изменить и исправить к лучшему. Вот эти жестокие, гротескные, узкоглазые, кривоногие кочевники приходили на Русь, грабили, насиловали и убивали. Больше ничем не занимались. Я и слыхом не слыхивал о том, что Золотая Орда была самым развитым государством своего времени, превосходя многие другие страны. Это была орда грязных дикарей. Такую историю нам преподавали, к сожалению. Ну а если говорить о конкретных запретах на изучение наследия Золотой Орды, то это прежде всего запрет 1944 года, когда советская власть вновь стала опасаться усиления националистических течений среди разных народов Советского Союза.